Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Мы продолжаем серию передач, посвященных оказанию первой помощи детям. Сегодня мы будем говорить о том, как оказывать помощь детям с повышением температуры и судорожным синдромом. Мой ребенок первый раз в жизни заболел. Поднялась температура 39, и я растерялась. Скажите, пожалуйста, что нам нужно делать? Лихорадка – это повышение температуры тела. Это самый частый симптом заболевания у детей. Лихорадка является защитно-компенсаторной реакцией, благодаря которой усиливается иммунный ответ организма на болезнь, так как при лихорадке повышается выработка веществ, губительно действующих на вирусы и бактерии. Кроме того, важна роль лихорадки как симптома, свидетельствующего о наличии в организме болезненного процесса. Но необходимо помнить, что лихорадка играет свою защитную роль только до определенного предела. При прогрессивном нарастании температуры происходит значительное увеличение нагрузки на дыхание и кровообращение. На каждый градус повышения температуры более 37 частота дыхания увеличивается на 4 дыхания в минуту. Пульс учащается на 10 ударов в минуту. Лихорадка у детей подразделяется на два вида. Розовую, или в литературе можно встретить название красная лихорадка, и белую, или по-другому бледную. При розовой лихорадке теплопродукция равна теплоотдаче. Кожные покровы ребенка умеренно гиперемированы, горячие, конечности теплые, влажные. Общее состояние ребенка страдает незначительно. Состояние ребенка обычное, несмотря на повышение температуры до высоких цифр. Это прогностически благоприятный вариант лихорадки. При белой лихорадке теплопродукция превышает теплоотдачу, так как происходит спазм периферических сосудов. При этом характерны следующие признаки. Кожа бледная, с мраморным рисунком, с цианотичным оттенком ногтевых лож и губ, конечности холодные, имеется чрезмерное учащение пульса и одышка. Нарушение поведения ребенка появляется. Безучастность, вялость, возможное возбуждение, бред и судороги. Эти проявления свидетельствуют о прогностически неблагоприятном течении лихорадки. При повышении температуры тела у больного ребенка необходимо всегда решать вопрос, надо ли снижать температуру. Сама по себе лихорадка не является показанием для снижения температуры. Нужно помнить о тех группах риска, которые могут вызвать осложнения при лихорадке. В группу риска по развитию осложнений при лихорадке входят дети до 2 месяцев при повышении температуры выше 38 градусов, дети до 2 лет при повышении температуры до 39 градусов, дети любого возраста при повышении температуры до 40 градусов, дети с фебрильными судорогами в анамнезе. Также дети с хроническими заболеваниями органов кровообращения, с заболеваниями центральной нервной системы, дети с обструктивным синдромом и с наследственными нарушениями обмена веществ. Показания к снижению температуры тела следующие. У ранее здоровых детей старше 3 месяцев жизни нужно снижать температуру при цифрах 39-39,5 градусов Цельсия и при наличии мышечной боли или головной боли. У детей до 3 месяцев жизни снижать температуру нужно при цифрах более 38 градусов. У детей с заболеваниями легких, сердца, центральной нервной системы следует снижать температуру при цифрах более 38,5 градусов. В случаях, когда снижение температуры показано, не следует стремиться снижать ее до нормальной. Достаточно снизить на 1–1,5 градуса, что сопровождается улучшением самочувствия ребенка.
Ребенку с высокой температурой следует вводить достаточное количество жидкости в виде соков, морсов, воды и в виде водно-солевых растворов, которые имеются в аптеках. Существует два основных метода снижения температуры тела у детей с лихорадкой. Метод физического охлаждения и медикаментозный метод. При розовой лихорадке ребенка необходимо уложить в постель, обеспечить доступ свежего воздуха, не допуская сквозняков, раскрыть ребенка, использовать минимум одежды. Во время сна использовать для укрывания только тонкую однослойную простыню. Дать ребенку обильное питье. Можно использовать физические методы охлаждения. Ребенка обтереть салфеткой или полотенцем, смоченным в воде, температура 35-36 градусов. Не растирать ребенка, а именно обтереть. Родители или ухаживающие за ребенком лица часто используют для обтирания холодную или прохладную воду, а также уксус-содержащие и спиртосодержащие жидкости. Подобный подход недопустим с точки зрения физиологии терморегуляции, потому что это усиливает спазм периферических сосудов, что приведет к обратному эффекту. Вместо снижения температуры организм начнет защищаться от охлаждения. При розовой лихорадке возможно обойтись без применения жаропонижающих препаратов. При бледной лихорадке ребенок ощущает холод и озноб. Эквивалентом озноба у детей младшего возраста является беспокойство. В данной ситуации обоснованным является согревание. На ребенка одевают теплую одежду, укрывают одеялом, дают теплое питье. Цвет и влажность кожи, а также ощущение ребенка необходимо контролировать каждые 10-20 минут. При данном виде лихорадки необходимо незамедлительное применение жаропонижающего препарата. В настоящее время препаратами выбора для снижения температуры тела у детей являются препараты на основе ибупрофена и парацетамола. Эти препараты выпускаются в различных лекарственных формах. Таблетки, суспензии, свечи. При применении любого препарата необходимо четко следовать инструкции. Лучше всего заранее посоветоваться с вашим врачом, нет ли у вашего ребенка противопоказаний для применения данных препаратов. Категорически противопоказано для применения у детей до 15-летнего возраста ацетилсалициловая кислота. Не следует стремиться снижать температуру быстро и до 36,6. При быстром снижении температуры резко падает сердечная деятельность и артериальное давление. Если бледная лихорадка сохраняется, температура тела не имеет тенденции к снижению, ребенок нуждается в госпитализации. Бесконтрольное применение жаропонижающих препаратов обусловливает запоздалое начало лечения заболевания. Мой ребенок заболел. У него поднялась высокая температура. Я очень испугалась. Хотелось бы знать, как поступить в этом случае. На фоне лихорадки у ребенка могут возникнуть фебрильные судороги. Чаще всего они отмечаются на фоне температуры 39-40 градусов. Хотя степень лихорадки, при которой возникают эти расстройства, очень вариабельна и зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Фебрильные судороги – это наиболее частая форма судорог у детей. Развиваются они в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, чаще всего в 12-18 месяцев. Обычно судороги возникают при быстром подъеме температуры, но могут возникать и на фоне ее снижения. Судорога – это непроизвольное сокращение мышц, вызывающее искажение формы тела и конечностей. Судороги могут быть локальными, то есть они распространяются на отдельные мышечные группы, и могут быть генерализованными. Это будет судорожный приступ. Судорожный приступ протекает в две фазы. Первая фаза – это тоническая. При этом происходит внезапная потеря контакта ребенка с окружающим, блуждающий взор с дальнейшей фиксацией глазных яблок вверх и в сторону, запрокидывание головы назад, сгибание верхних конечностей в кистях и локтях и вытягивание нижних конечностей. Затем наступает вторая фаза, клоническая. В эту фазу происходит подергивание в начале мышц лица и затем
Эти подергивания распространяются на все группы мышц, то есть происходит генерализация. Как же оказать первую помощь при судорожном приступе? Не поддаваться панике, вести себя спокойно, и только так вы сможете правильно оказать первую помощь ребенку. Ребенка с генерализованным судорожным приступом необходимо уложить на бок на ровную мягкую поверхность. Под голову положить что-либо мягкое, убрать возможные повреждающие предметы, расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха. Обязательно засечь время начала приступа. Ребенка не нужно прижимать, не нужно его сжимать. Его нужно просто удерживать на боку, придерживая его голову. Насильно размыкать челюсти не следует из-за опасности повреждения зубов. Не следует делать искусственное дыхание. Необходимо внимательно наблюдать за ребенком и находиться возле него до полного прекращения приступа. Также следует вызвать скорую помощь. Хотя в большинстве случаев судорожный приступ заканчивается еще до приезда бригады скорой помощи. Однако же мы не можем прогнозировать, в какое время приступ может повториться. Поэтому ребенок с впервые возникшими судорогами должен быть обязательно проконсультирован неврологом. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких. Вам надоела давка в автобусах, тряска на дорогах, траты денег на билеты? Вы поймали себя на мысли: «Хочу свой личный автомобиль, но нет водительских прав»? Это не проблема. Канашская автошкола ДОСААФ России обучит вас необходимым теоретическим знаниям. Вместе с профессионалами дела, преподавателями, вы усвоите все правила дорожного движения и практические навыки. Научитесь управлять авто и в случае необходимости оказывать первую помощь. Канашская автошкола ДОСААФ России соответствует всем современным требованиям. Профессиональные и опытные инструкторы, современные аудитории, эффективные учебные программы, выгодные гибкие условия по оплате, занятия по теории в удобное для вас утреннее или вечернее время. Мы создаем все условия легкого, комфортного, результативного процесса обучения. Наш коллектив готов приложить весь накопленный опыт, знания, новейшие методики и отличную учебную технику для того, чтобы вы смогли достойно, полноценно и на равных влиться в огромное сообщество автомобилистов. Канашская автошкола ДОСААФ России. Мы учим управлять автомобилем. Город Канаш, улица Толстого, 12, 285 73.